Привет! Сегодня я вам покажу, как сделать окосячку или обсаду оконного или дверного проема своими руками. Сейчас мы разметили вот карандашом тот проем, который будет у нас для монтажа короба. Вот видно. Дом долго стоял и стены немного повело. Вот это видно. Видите, какая щель? А сейчас мы максимально выровняем эти стены. Вот мы уже сделали пропил, и проем выглядит четко, аккуратно. Здесь мы еще сделаем небольшой паз, чтобы обсадной короб, окосячка, немного сюда зашла. Проем подготовили под устройство окосячки. По торцу оконного проема мы сделали разметку 55 миллиметров. Сейчас сделаем здесь пропил и вставим брусок 50 на 50. Вот мы подготовили две боковых стенки нашего обсадного короба. С одной стороны он обычный, простая доска, и сверху паз, чтобы на него села верхняя доска. И видим вторую сторону обсадного короба, он покрыт джутовым ватином, чтобы не было мостиков холода. Также подготовили два бруска 50 на 50, которые будут заходить в тот паз, который мы только что пропилили. С одной стороны брусок покрыт также джутовым ватином, также, чтобы не было мостиков холода. Скоро мы начнем все это дело собирать, и вы поймете саму технологию сборки обсадного короба.
окосячки. Вот мы и заложили сюда брусок, и чтобы возле него не было мостиков холода, и применялся джутовый ватин. Видите? Здесь будет тепло. Ничего сифонить не будет, промерзать не будет. Ну а дальше мы скрепляем саму доску с тем бруском. И чтобы между доской и бруском не было также мостиков холода, для этого мы и прокладывали джутовый ватин. Две стороны нашего обсадного короба готовы. Осталась верхняя. Вот в те технические отверстия она и сядет. Замеряем длину верхней доски и пилим. Вот у нас уже все готово. Даже если дом будет усаживаться, он будет усаживаться и скользить по тем брускам вниз. Сверху мы оставляем вот такой технический зазор. То есть если усадка будет очень большая, этот верхний брус, он сядет на эту доску, то есть упрется вот в эти боковые две доски и верхнюю доску. И оконная конструкция не пострадает. Я вам показал, как мы делаем окосячку оконных и дверных проемов своими руками. В среднем на это у нас в зимний период уходит час-полтора, даже с учетом выравнивания стен.